Арт-платформа ГУМа сегодня стала центром притяжения для тех, кто меняет облик современной Абхазии. В рамках Абхазского международного экономического форума здесь чествовали победителей сразу нескольких грантовых конкурсов. От Российского фонда президентских грантов и Президентского фонда культурных инициатив до конкурса «Гостеприимная Абхазия». Главная новость дня прозвучала в самом начале. Хозяйка площадки Хибловозба объявила, что ГУМа официально получила статус международного партнера федеральной сети арт-резиденции Таврида. Это открывает новые горизонты для местных творцов. Для нас большая честь, что только что к нам пришло сообщение о том, что культурно-деловая платформа ГУМа в формате работы арт-резиденции получила статус международного партнера федеральной сети арт-резиденции арт-кластера Таврида. И это означает, что мы можем быть ресурсной площадкой не только для тех коллег, которые сегодня собрались здесь, да, которые ведут свои созидательные проекты, но также можем стать такой базовой площадкой, таким небольшим домашним стадионом здесь, на месте, и для тех проектов, которые в рамках федеральной сети арт-резиденции работают. Для нас это большая честь, мы надеемся, что мы сможем стать ресурсным партнером для этого. Встреча прошла с участием первого замруководителя администрации президента России Сергея Кириенко. Он подчеркнул, что для Абхазии действует уникальный правовой режим. По специальному распоряжению Владимира Путина наши общественные организации и авторы участвуют в грантовых конкурсах наравне с российскими коллегами, и бюджеты на эти цели только растут. С учетом наших братских взаимоотношений с Абхазией, президент специально подписал отдельное распоряжение, по которому во всех президентских фондах и юридические, и физические лица Абхазии могут участвовать практически во всех проектах без ограничений. Но тем не менее, понимая, что иногда еще общественным организациям Абхазии сложно конкурировать, у нас все-таки уже много лет работает эта конкурсная система, наши общественные организации хорошо научились работать с этим, поэтому для того, чтобы гарантированно защитить, что какое-то количество средств точно пойдет только на Абхазию, мы делаем вот эти средства выделенные, а это такой минимально гарантированный уровень. То есть это точно пойдет только на Абхазию, а дальше еще столько, сколько сможете забрать, что называется. Да? То есть ограничений никаких нет. По президентскому фонду культурных инициатив еще больше рост. У нас в прошлом году президентский фонд культурных инициатив целевым образом на Абхазию был 70 миллионов, хотя, честно скажу, что в целом за последние годы у нас по линии президентского фонда культурных инициатив на проекты в Абхазии более 700 миллионов. Но помимо этого было 70 миллионов в прошлом году, в этом году у нас увеличение резерва средств по президентскому фонду культурных инициатив почти до 400 миллионов, то есть больше, чем в 5 раз. Да? Важный акцент сделан на развитии медиасферы. Сергей Кириенко отметил несправедливость прошлого. В Абхазии часто снимали кино, выдавая ее локации за другие страны, но теперь ситуация меняется. Институт развития интернета запускает съемки сразу 2 сериалов именно об Абхазии. Но главным символом сотрудничества станет обновленное здание Дома Москвы в Сухуми. Его строительная готовность ожидается к 1 июля. Сергей Кириенко предложил новое, более точное название этого объекта. С видом на море, с видом на набережную. Видно это будет, по-моему, она же ночью будет светиться. Во-первых, оттуда, мы сейчас постояли на месте, где эта студия будет, да, оттуда вид сказочный просто. Я представляю себе картинку, которая появится. Ну и с набережной вид на саму эту студию. Сумасшедший просто получается. Да, но это вот студии в подвалах, в цокольном этаже, музыкальные студии, пультовой, сама пультовая, в общем, тоже выглядит как самостоятельная студия. То есть архитекторы сделали так, что все пространство является медийным. То есть во всем пространстве можно снимать, можно записывать. О чем хотел сказать в завершении, коллеги. Мы 2 решения приняли. Во-первых, мы согласовали уже с Бадром Зурабовичем вчера, что мы, как только завершим, мы хотим переименовать. С Сергеем Семеновичем Собяниным мы об этом тоже договорились. Он не обидится, что это не будет называться Домом Москвы, но мы решили, что все-таки честнее, чтобы это называлось Домом российско-абхазской дружбы, и называться он будет «Мы вместе». И последнее, вот об этом хотел прямо сейчас уже сказать. Начинаем
с Александром Владимировичем проговорили, начинаем принимать заявки, то есть все это пространство, все эти музыкальные, аудио, видео, студии, все пространства для выставок, они, в общем, для нашей с вами совместной деятельности. Ну и мне кажется, будет честно, если вот так же, как и с фондом президентских грантов, фондом культурных инициатив, гостеприимной Абхазии, это будет конкурсное принятие решения. Поэтому принимаются заявки от всех желающих, то есть уже сейчас можно подавать заявки. За сухими цифрами грантов живые истории. Исполнительный директор ФПГ Антон Долгов отметил, что за последние годы в республике при поддержке фонда уже восстановлено 93 памятника, оснащены школы. В селе Абгархук молодежь своими силами восстановила 200 квадратов сельской школы под досуговый центр. В Ачамчирском районе восстанавливают музей боевой славы. А в Сухуме кино и медиашкола Абхазии уже обучает 130 детей вместо запланированных 70. Мы восстановили часть сельской школы площадью, часть здания сельской школы площадью более 200 квадратных метров, выровняли стены, провели электрику, поставили двери и окна, завершается укладка плитки. Также мы расчищаем прилегающую территорию, и в чем нам сильно помогли учащиеся старших классов школы. 130 учеников от 10 до 25 лет из 4 районов Абхазии. В общем, мы выросли в 2 раза. У нас даже появились листы ожидания. И к нам приезжают подростки из других районов Абхазии. Для меня, если честно, это самый честный показатель того, что это действительно было нужно. О мягкой силе музыки говорил гендиректор президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов. Проекты вроде шоу Абхазии набирают миллионы прослушиваний в сети. Композитор Анри Гумба анонсировал на конец августа большой международный фестиваль, где выступят звезды эстрады 2 стран. Фестиваль посвящен важной дате для наших народов, 2 стран, Дню признания независимости Республики Абхазия. Что будет происходить в рамках этих 2 дней? Будет развернута локация, на которой будут представлены лавки ремесленников, тематические фотозоны, мастер-классы по танцам, представлены костюмы национальных современных дизайнеров. И также все 2 дня будет открыта сцена, на которой будут в первый день выступать молодые юные артисты, представители народной музыки, а второй день это совместное выступление артистов из России известных и абхазских эстрадных артистов. Вот. Фестиваль обещает быть очень ярким, насыщенным и всем очень ждем. Встреча на ГУМе открыла и новые образовательные лифты. Народный артист России и Абхазии Евгений Князев объявил об открытии отделения Союза театральных деятелей и наборе студентов в Щукинский институт. А писатель-фантаст Сергей Лукьяненко пригласил авторов в свою мастерскую переосмыслить абхазский эпос на языке современного кино. И вот вчера, например, я разговаривал с девушкой Аура, которая здесь выступала тоже. Они занимаются киноделами, кинопроизводством. У меня возникла мысль, что, собственно говоря, наверное, в нашей литературной мастерской должно найтись место и для сценарного процесса, потому что люди создают на основании замечательного вашего эпоса о нартах. Я, кстати, в детстве читал, мне очень нравились все сказания, создают кино, но я как все-таки писатель, сценарист, скажу, что самое главное в любом фильме — это основа, это фундамент, это сценарий. Этому мы тоже учим, и с удовольствием будем учить и дальше. Точку в мероприятии поставил скрипач Петр Лундстрем. Он объявил о бесплатном отборе талантливых детей из Абхазии в школу Леонида Лундстрема и планах проведения фестиваля школы в Абхазии. Завершился вечер не протокольными речами, а классической музыкой. Заур Кварчай, Нала Гухава, Владимир Капуза, Абаза ТВ.